Доброе утро, дорогие телезрители. Утро Якутии снова вместе с вами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Мы встречаем день 9 февраля. Слава богу, наступила сегодня среда, Да, маленькая пятница. уже середина недели, можно более-менее выдохнуть. Так, сегодня в нашей программе мы поговорим, как с февраля появились новые правила больничных при ОРВИ и ковиде. Узнаем у нашего гостя, какие новые правила по оформлению больничных листов появились, а также по выдаче QR-кодов. Да, ну помимо этого, конечно же, продолжится наша рубрика, посвященная столетию якутской государственности, Якутской ССР. И сегодня конкретно расскажем про первый всеякутский учредительный съезд, на котором было, собственно, закреплено образование Якутской ССР. Также узнаем, почему в Якутии январь стал теплее и какие сюрпризы может нам преподнести февраль. Об этом поговорим с представителем Якутского гидрометцентра. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Не забывайте про средства нашей обратной связи. Мы читаем WhatsApp, его номер все тот же, 8 914 273 4488. Да, я предлагаю вам отправлять какие-то темы, может быть, вас волнуют, вы хотели бы узнать о них в эфире нашей программы. Мы обязательно все прочитаем, прислушаемся к вашему мнению, потому что оно для нас так или иначе важно. Также не забывайте про нашу страницу в Инстаграм, _Якутии. Якутии. Там все самые интересные материалы из наших выпусков. А если сам выпуск вы пропустили, в этом абсолютно нет ничего страшного. Спасибо современным технологиям. Наш YouTube-канал всегда рад вам повтор выпуска показать. Просто наберите в поиске YouTube Якутия-24, Утро Якутии, и все будет. Ну и как мы уже отметили, в Якутии заметно потеплело, поэтому этому особенно рады спортсмены, которые, кстати, на днях 7 февраля отметили День зимних видов спорта. Россия славится своим мастерством в хоккее, фигурном катании, биатлоне и других зимних видах. Основная цель праздника – привить любовь к здоровому образу жизни. Действительно, зимние виды спорта с Россией связаны почти на многих соревнованиях мировых, многие именитые спортсмены. А так, например, даже фигурное катание, говорят, что на нынешней Олимпиаде, я не особо наблюдаю за фигурным катанием, но во многих странах выступают наши российские спортсмены. Это действительно очень радует. Ну а врачи рассказали, как правильно питаться при заражении омикрон-штаммом. При прием фастфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом омикрон, в то время как свежие овощи, ягоды и зелень способствуют ему. Также врачи отмечают, что особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. При этом не всегда полезно, что интересно, именно соки употреблять, даже свежевыжатые. Лучше выбирать просто свежие фрукты и овощи или же делать из них смузи. И если все-таки соки, то лучше предпочесть овощные, либо кисло-сладкие фруктовые. Также во время болезни исключить жареное и ограничить потребление мяса. Есть некоторые нюансы при употреблении лука и чеснока. Принято считать, что это средство от всех вирусов. Но лук и чеснок в больших количествах лучше принимать курсами по 3 дня с 7-дневным перерывом, а не как постоянный продукт. Из молочных продуктов лучше предпочесть кисломолочные, а макаронные изделия желательно выбирать из твердых сортов пшеницы. Ну а в России на этой неделе сняли многие ограничения по коронавирусу. Однако темпы заболевания, распространения омикрона все-таки растут. И главной опасностью штамма является то, что его симптомы схожи с симптомами простуды обычной. Да, и поэтому люди, соответственно, привыкли, как у ОРВИ раньше лечилось, само пройдет. Люди не всегда своевременно из-за этого обращаются за помощью, когда, собственно, нужно. Вот чем же все-таки отличить омикрон от обычной простуды, расскажет наш доктор. Доброе утро! В мире распространился новый штамм коронавируса. Он получил название штамм омикрон. Симптомы инфекции, вызванные заражением штамма омикрона, могут отличаться от симптомов предыдущих штаммов. Разберемся в его симптомах.
Потеря обоняния и вкуса теперь уже не визитная карточка ковида. Согласно данным Роспотребнадзора, главные симптомы штамма омикрон похожи на те, что бывают при сезонных острых респираторных вирусных инфекциях. Повышение температуры тела до 38 градусов, иногда и выше. Головная боль, заложенность носа, насморк, першение и боль в горле, слабость, чихание, ломота в мышцах и суставах, кашель, снижение аппетита. Омикрон может проявляться как в виде одного симптома комплекса, так и сразу в комплексе нескольких из них. Чаще стали болеть дети. Омикрон не проникает глубоко в легкие, как предыдущие варианты. Штамм поражает верхние и средние дыхательные пути. При этом болезнь в целом вызывает меньше осложнений. У нового штамма коронавируса есть несколько отличий. Инкубационный период значительно короче, чем у других штаммов, и составляет от 2 до 5 дней. Высокая заразность. Вирус может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Механизм передачи омикрона, так же как и у предыдущих вариантов, воздушно-капельный. Меры профилактики заболевания, в том числе новым штаммом, остаются прежними. Прежде всего, это вакцинация, ревакцинация, мытье рук, сокращение контактов, ношение хирургических масок и респираторов 2 и 3 степени защиты, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание. Берегите себя и будьте здоровы! Ну, омикрон-штамм в конечном счете принес нам в страну как минимум снятие каких-то вот разных ограничений. Ну, в первую очередь для больных коронавирусом, контактировавших людей. Во-первых, карантин для больных 7 дней снизился. Контактировавшие теперь вообще, в принципе, не обязаны изолироваться от общества на вот, как раньше было, на 2 недели. То есть контактировал и бог с ним. То есть, в принципе, штамм более такой в этом плане щадящий. Подробнее об этих всех изменениях поговорим с директором Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аидой Викторовной Коростелевой. Аида Викторовна, доброе утро. Доброе Слышите ли утро. вы нас? Доброе утро. Аида Викторовна, новые правила вступили с 6 февраля по России. Какие это правила? Да, действительно, Роспотребнадзор обновил правила карантина для больных ковид. Согласно новым правилам, 6 февраля сократили срок лечения больных с диагнозом ковид. То есть после 7 дней с момента получения диагноза ковид можно прекращать режим самоизоляции, закрыть больничный лист и выйти на работу без контрольного ПЦР-теста. Думаю, что это должно разгрузить первичное звено, особенно поликлиники города Якутска и крупных городов республики, которые на сегодняшний день испытывают огромную нагрузку. И это удобно пациенту, так как не надо ждать забора анализа и результата исследования. Отмечу, это связано с тем, что омикрон у многих переносится намного легче и выздоровление происходит несколько быстрее. Поэтому лист нетрудоспособности и период нетрудоспособности у пациента становится короче. И более того, если у пациента симптоматика купируется, то повторный анализ ПЦР-теста уже не нужен. Отмечу, что немалую роль сыграла в этом вакцинация. Все мы уже знаем, что вакцинированные переносят болезнь ковид намного легче, чем невакцинированные. Вот один немаловажный момент, да, в плане изменений, то, что теперь можно больничное оформлять фактически дистанционно, даже без вызова врача на дом, просто позвонив на какую-то горячую линию. Можете подробнее про этот процесс, про эту процедуру рассказать? Да. Чтобы сэкономить время пациента, впервые можно открыть больничный лист без посещения поликлиники или очного осмотра врача. Для этого, для лиц, имеющих признаки простудных заболеваний, это повышенная температура тела, кашель, першение в горле, насморк, нами разработан сервис для получения аудиоконсультации врача с дистанционным открытием больничного листа. Необходимо отправить заявку по ссылке ln.mc.saha.ru. Форма заявки довольно проста. Надо заполнить фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес фактического проживания, номер телефона, выбрать лечебное учреждение, заполнить поля СНИЛС и номер полиса, поставить отметку о открытии больничного листа и дать согласие на обработку персональных данных.
После этого с вами свяжется врач, проведет аудиоконсультации и при необходимости откроет дистанционно больничный лист. Но продлить больничный лист будет возможно только после очного осмотра врача. Хочу еще раз отметить, что воспользоваться данным сервисом смогут все жители Якутии. А какие изменения коснулись, в свою очередь, QR-кодов? Вот, через какое время после болезни его выдают, обновляют и на какой срок, главное? Напомню, что QR-код могут получить, во-первых, граждане, прошедшие полную вакцинацию, тут сроки не изменились. Во-вторых, переболевшие COVID, тут есть изменение, срок действия QR-кода продлен 6 месяцев до года со дня выздоровления. Каждый раз, когда вы прививаетесь или болеете, сертификат обнуляется и все начинается заново. То есть, если вы привились, а спустя 4 месяца заболели, да, то после выздоровления у вас снова будет QR-код, который действует на 1 год. Еще раз, ранний сертификат переболевшего действовал полгода, из-за чего привитой человек, заболев, мог потерять несколько месяцев действия QR-кода. Сейчас такая проблема не возникает. И в-третьих, в скором времени QR-код смогут получить граждане, которые имеют медицинский код и имеющие высокий уровень антител, которые перенесли болезнь без симптомов и не обращались за медицинской помощью. Что для этого нужно? Необходимо сдать тест на антитела, это ИФА, и получить результат исследования. Обратиться к лечащему врачу для регистрации результатов теста на антитела. И в течение 3 дней QR-код должен поступить в личный кабинет на портале госуслуг во вкладке «Сведения об иммунизации COVID-19». Данный сервис сейчас на стадии разработки Федеральным министерством здравоохранения и Министерством Минцифры. Я думаю, что в ближайшее время это будет доступно. Но сертификат будет действовать 6 месяцев. Аида Викторовна, к сожалению, мы сейчас будем вынуждены уже прерваться на небольшую паузу. Спасибо вам, что ответили на наши вопросы. Действительно, очень полезно, интересно и хорошего вам дня. Еще раз спасибо за то, что были с нами сегодня. Спасибо. Ну а прямо сейчас прервемся на небольшую паузу, после которой вернемся. Доброе утро, это «Утро Якутии». Встречаем вместе с вами 9 февраля. Катерина Винокурова, Павел Танин. Ну а прямо сейчас, вашему вниманию, наша рубрика «Полезные советы». Давайте узнаем, что же нам посоветуют сегодня. Доброе утро, дорогие телезрители. Коллеги с программы «Утро Якутии» попросили поделиться определенными лайфхаками в плане организации рабочего места. И сегодня я хотел поговорить. Я, в принципе, в процессе развешивания определенных инструментов, там, вот это, на панель с французской планкой. Да? Что такое французская планка прежде всего? Это секрет заключается в том, что к стене прикрепляются планки, скошенные под 45 градусов. Как это сделать, вы увидите в одной из выпусков программы, мы вам покажем. А непосредственно к самим планкам могут крепиться любые, скажем так, предметы, в том числе и такой вот, допустим, переносная розетка или зарядная станция для аккумуляторов или держатель для пневмопистолета, вот таким вот образом. И как мы все вот это сделали, буквально за считанные минуты мы вам покажем в программе, собственно, которая называется «Мы вам покажем», который «Бывшее подворье». А сегодня я хотел бы поговорить о том, как использовать магниты для организации рабочего места. Да? Магниты какого плана? Буквально копеечные магниты, которые продаются в хозяйственных магазинах, это для, на самом деле, это держатель ножей, наверное, да? Которым можно прикрепить любую металлическую деталь. Прикручен держатель, опять же, к планке, которая крепится к любому месту.
надоело мне, к примеру, чтобы она здесь висела, я ее перевесил вот сюда, да? Здесь перевесил и вешаю довольно ощутимо тяжелый предмет. К примеру, вот даже торцовый рубаночек, который, в принципе, можно повесить вот так, да? Ну, безопасности ради вот так. Чертилку, складной нож, любой металлический предмет, там, включая даже вот такую вот стамесочку, да? То есть она достаточно надежно прикрепляется, и тем не менее ее легко можно будет снять со своего рабочего места и также легко повесить. Магниты в организации рабочего места – это вообще супер вещь. Кроме таких вот для кухонных ножей магнитов я использую также такую вот тарелочку тоже с магнитом, которую можно повесить на любую металлическую поверхность, к примеру, вот так. Также к нему всякая мелочь намертво прилипает. То есть они всегда под рукой, никуда не теряются, никуда не пропадают. Да, ну а прямо сейчас передадим слово нашим коллегам из информационной службы, которые уже спешат рассказать нам о последних событиях, произошедших в республике и, конечно же, за ее пределами. В эфире новости. Доброе утро. Несовершеннолетние граждане смогут стать пользователями единого портала Госуслуг России. Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале самостоятельно. Для этого им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учетная запись на портале. Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учетную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание или же получить информацию о поступлении в учебное заведение. Министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов призвал глав районов и городских округов усилить дезинфекцию подъездов жилых домов и мест общего пользования. В данных работах задействовали 349 управляющих компаний. Муниципальные образования ведут закуп дезинфицирующих средств за счет местного бюджета. Также в плановом режиме проводят дезинфекцию в общественном транспорте, образовательных и дошкольных учреждениях, местах общественного питания и торговли. Отмечается, что в связи с низкими температурами дезинфекцию общественных пространств временно не производят. Также министр подчеркнул необходимость обеспечения обеззараживания тротуаров, скамеек, детских площадок и других объектов общественного пространства из-за потепления. В Вилюйском Улусе всего с апреля 2020 года зарегистрировано 50 208 случаев COVID-19. Сегодня амбулаторное лечение получает 514 жителей района. На стационаре находится 46 больных, из них 3 в тяжелом состоянии. Все образовательные учреждения находятся на дистанционном обучении. Исходя из эпидобстановки в районе, будет определено дальнейшее действие школ решением оперштаба Улуса. На данный момент на амбулаторном лечении находится 401 пациент, из них 37 находятся в стационаре, 3 находятся в реанимационном отделении. В основном в районе циркулирует штамм омикрон, выявляемость и амбулаторная заболеваемость у нас высокая считается, но судя по тенденции заболеваемости с той недели у нас идет снижение. Снижение, пока идет чуть-чуть маленький спад, но думаем, что получается на той неделе тоже будет значительный спад. И в конце концов мы откроем все наши учреждения и будем работать в штатном режиме. Голоса лучших вокалистов Якутии прозвучат в Мирном 29 мая. На сцене Дворца культуры «Алмаз» пройдет гала-концерт юбилейного 30-го конкурса фестиваля эстрадной песни «Твой Хая». Организаторы принимают заявки от всех желающих исполнителей. До 1 марта заявку необходимо отправить на электронную почту фестиваля. На сегодня заявились более 20 человек. В этом году впервые в истории конкурса у юных вокалистов будет гран-при. Победитель получит 100 тысяч рублей. От детей заявки примут позже, с 11 по 30 апреля. Фестиваль традиционно поделен на несколько этапов. 3 отборочных тура пройдут в онлайн-формате, в Мирном, концерта финала и гран-при.
спасибо коллегам. Все мы любим помечтать и, конечно, хотим, чтобы наши мечты сбылись. А еще говорят, что мечты, мысли материализуются, главное знать, как вот сделать, чтобы получить желаемое. Знаешь, есть один проверенный способ, чтобы мечты исполнялись мечты, Знаешь, да, какой? я знаю. На самом деле это, ну, вообще один из распространенных, это делать такие карты желаний, да. Ну, вот то, что я слышал про них, это один из простых вариантов. Взять там ватман, на него клеить фотографии, то, чего хотите. Там лазурный пляж, машина красивая, красивый В общем, дом. все, что хочешь, понаклеить, да? Понаклеить оно постоянно, то есть суть сводится к тому, что психологически ты постоянно на это смотришь, ты себя программируешь на это, и так или иначе, в конечном счете, это к тебе приходит. Да, но знаешь, но и у карты желаний есть вот определенная техника, и составлять ее нужно правильно. И вот в этом как раз нам поможет специалист по восточной астрологии. Карта желаний – распространенный инструмент в китайской астрологии, который уже очень много лет. Из года в год люди по всему миру концентрируют свои желания именно этим способом. По их мнению, карта желаний способна привлечь богатство, деньги, процветание, здоровье и многие другие блага в жизни. Вот что же из себя представляет карта желаний? Как ее правильно составить и для чего она вообще нужна? Мы сегодня более подробно будем говорить с Марией Айнитовой, специалистом по фэн-шуй и восточной астрологии. Маша, здравствуй. Здравствуй. Всем привет. С Новым годом. Спасибо. С китайским. Идеальным временем для составления карты желаний считается Восточный Новый год. В этом году он выпадает на 1 февраля, но праздничными считаются еще 2 недели после его наступления. Карта желаний может быть любых размеров. Все зависит от количества ваших желаний и размера картинок. Главное – это сектора. Их у нас 9, как вы видите, и каждый сектор – это определенная сфера в жизни. И я всегда объясняю, почему, потому что все должно быть в балансе. Фэн-шуй всегда про баланс, инь и ян, 8 сторон света, направлений света и центр получается. Да, то есть каждое направление света – это определенная энергия. Картинки должны вас вдохновлять, да, мотивировать, полностью отражать ваше желание. В центре карты в секторе здоровья наклейте свою фотографию, на которой вы счастливы и особенно красивы. Далее приступайте окружать себя своими желаниями. Очень важно, чтобы на изображениях не было каких-либо мрачных, негативных или двусмысленных символов. Бывают такие картинки, как будто кто-то кому-то, например, дает банкноту денег, а вдруг это, наоборот, у вас отнимают деньги, ну, грубо говоря. Ну, то есть как-то двусмысленно, непонятно. Когда вы используете изображение людей, ну, вот, например, здесь есть изображение, да, людей, лица, неизвестных людей, в принципе, можно, ну, из журналов, да, но все равно присматривайтесь к лицам людей, может быть, там кто-то из них, если это толпа людей, там, да, там, грустный, или там на кого-то кто-то косо смотрит. Также нельзя картинки, где, например, я выздоровела, ну, что-то такое, да, ну, с акцентом на негатив, или я закрыла кредит, или закрыл, ну, тогда будете постоянно, получается, закрывать кредиты. Если вам важно постоянно смотреть на свои желания, вдохновляться ими и понимать, в какую сторону двигаться, готовую карту можно повесить возле кровати или на дверце шкафа вашей спальни. Если вы предпочитаете не цепляться за свои желания в ожидании их исполнения, можно скрутить карту и, обвязав лентой, спрятать в укромное место. Сектор «Семья» подразумевает наши ожидания, связанные с семьей. Сюда же можно приклеить фото желаемого интерьера, дома, ремонта или домашнего животного. Успех. Вот успех у многих вопрос вызывает. На самом деле это не только про то, что красная дорожка, софиты и стремление быть звездой. Если я буду там успешным, будут какие-то награды в виде грамот или там медаль, или, не знаю, интервью будут часто у меня брать, допустим. Можно приклеить статуэтку «Оскар»? Ну, вот, кстати, нереальные желания лучше не прикреплять. Необоснованные яхты огромные. Что-то такое приземленное реально. Да, да, лучше приземленное, но чуть-чуть смелое желание все равно должно быть.
Также много вопросов вызывает сектор творчества. В первую очередь это наш досуг, то, как мы хотим отдыхать и проводить свободное время. Сходить, к примеру, на пляж, научиться игре на инструменте или заняться вокалом. Сектор творчества еще относят и к детям. Если вы планируете дальше расширять семью, то, конечно, вы прикрепляете туда детей. А своих детей, которые у вас уже есть, вы туда не прикрепляете, это не желание. Да? За детей, за их успех, за их оценки тоже ничего за них не решаем. А все желания должны быть именно ваши. Психологи доказали, что любое желание, которое фиксируется на бумаге, гораздо чаще воплощается в реальность. Чтобы составить карту желаний, не потребуется много времени. Один вечер, хорошее настроение и искренние желания. Сегодня в России фактически отмечается особая такая важная дата, потому что в этот день, 9 февраля 1897 года, в Российской империи была проведена первая перепись населения. В 15-16 веках велись весовые книги для учета населения. В 17 веке была введена подворная перепись. О том, какие еще знаменательные даты произошли в этот день, 9 февраля, знакомимся далее. На календаре 9 февраля сегодня отмечают День работника гражданской авиации, Международный день стоматолога, День зимних видов спорта в России, День рождения волейбола, Международный день пиццы. События в этот день. В России открылась первая бесплатная библиотека-читальня имени Ивана Сергеевича Тургенева в Москве. Состоялась премьера оперы Мусоргского «Хованщина». В Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию. В этот день состоялась первая всеобщая перепись населения Российской империи. Состоялось торжественное открытие и первый съемочный день центральной фабрики «Союзкино», ныне Мосфильм. Министром обороны СССР назначен маршал Советского Союза Георгий Жуков. Установление дипломатических отношений между Советским Союзом и Испанией. В этот день родились Уильям Гаррисон, американский политик, военачальник, 9-й президент США. Василий Жуковский, русский поэт, переводчик, критик, один из родоначальников романтизма в русской поэзии. Всеволод Мейерхольд, русский и советский режиссер, актер, педагог. Борис Андреев, советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза. Валентин Зорин, советский и российский журналист, политолог и телеведущий. Алексей Пименов, российский журналист, телеведущий, продюсер, сценарист и режиссер. Ирина Слуцкая, российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр. Именины сегодня отмечают Ян, Петр, Иван, Дмитрий. История, наука о людях во времени. Такое определение ей дал Марк Блок. Соответственно, понимание истории заключается в том, чтобы параллельно сопоставлять причины и следствия произошедшего. И в нашей рубрике, посвященной столетию Якутской АССР, сегодня расскажем о первом всеякутском учредительном съезде, на котором было закреплено непосредственно образование Якутской АССР. И заложились, собственно, основы всех органов власти. 27 апреля 1922 года у нас образовывается Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Уже в грядущие месяцы, примерно в июне месяце, уже у нас образовываются первые органы власти, а именно Совет народных комиссаров. Но все же все эти решения необходимо было утвердить. Поэтому в ноябре 1922 года начинаются выборы делегатов в этот всеякутский учредительный съезд Советов. Но не все улусы, можно сказать, смогли успеть выбрать своих делегатов. Особенно это касается северных районов, где еще продолжается борьба с врагами советской власти. И поэтому в основном в работе съезда принимали участие представители всех районов, кроме северных. Съезд проходил в конце, то есть 1922 года, в декабре месяце, до января 1923 года. В его работе приняли участие
около сотни человек, половина из которых не была коммунистами, половина была именно представителями линии беспартийной, что непосредственно указывает на то, что именно это всенародное собрание, а не собрание только одной партии. И, конечно же, в его ведении легли вопросы, то есть вопросы экономики, вопросы политической системы, о том вообще, как будет республика развиваться. Именно в ходе этого учредительного съезда Максим Кирович Амосов сказал: «До тех пор, пока существует партия, судьба отсталых народностей в верных руках. Дарование автономии есть результат осуществления принципов программы партии по национальному вопросу. Трудовое население, освободившееся от иллюзий повстанческого движения, заключает тесный союз с Федерацией и будет работать под руководством партии. Пусть день открытия учредительного съезда будет днем закрепления дарованной Якутии автономии». В чем вообще значение этого учредительного съезда? Во-первых, то, что он объединил широкие слои населения, будь то грамотных, неграмотных, рабочих, крестьян и интеллигенцию. И то, что они все в едином порыве смогли принять соответствующие документы, на основе которых в последующие годы будет принята первая конституция Якутской ССР, и заложены основы государственного строительства на десятилетия вперед. Но мы продолжаем. Главное событие февраля, да, это, конечно же, сейчас идет Олимпиада в Пекине, зимняя. Мы все переживаем, болеем за наших События спортсменов. всего И мира. ученики 7-го Е-класса школы Якутия не номер... в стороне. Да, мы не в стороне, причем настолько, что вот ученики 7-го Е-класса, как я уже сказал, с 7-й школы, вероятно, Якутска, отправили вот такое замечательное видео, в котором продемонстрировали такое небольшое послание нашим олимпийцам. Может быть, они смотрят нас на YouTube и посмотрят это послание и взбодрятся. Да, вот такое вот оп-оп-оп и такой поздравления, дорогие. Мини-слайд сделали. Мини-слайд с молодцы. надписью, да, я даже зачитаю Да, его. Дорогие зачитай, наши пожалуйста. олимпийцы, в добрый путь, удачных стартов, отрицательных тестов и честного судейства вам. Желаем, чтобы путь на Пекин-22 был легким и счастливым. Республика Саха-Якутия болеет за вас. Наилучшими пожеланиями ученики 7-го Е-класса школы номер 7 города Якутска. Я считаю, что это вот та самая поддержка, которую от нас хотят видеть наши спортсмены, которые, понимаем, по понятным причинам, в очень таких неприятных условиях уже, которые Олимпиаду выступают, но тем не менее делают все возможное, чтобы пусть и под флагом Российского олимпийского комитета, но люди видели триколор на пьедестале. Да, вот такие творческие, неравнодушные школьники в нашей республике. Ну а художница из Петербурга снимает ролики о реставрации икон. Художница Христина Карнаухова из Петербурга снимает короткие видео, в которых демонстрирует процесс реставрации старинных икон. О своей работе и активности в социальных сетях девушка делится своими работами. По первому образованию выпускница Воронежского художественного училища Кристина Карнаухова – живописец-педагог. По ее словам, путь в реставрацию был долгим. Сначала девушка планировала продолжить обучение в одном из столичных вузов, однако вспомнила, что когда-то педагог рассказал ей об интересной профессии реставратора. Сейчас Кристина – студентка отделения реставрации Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. А еще она тиктокер с многомиллионными просмотрами. Художница говорит, что для нее заключительный этап восстановления иконы самый волнительный. Особенно, когда финальный этап тренировок, когда все раздробленные моменты, они уходят, и в целом проявляется образ. Конечно, да, вот это чувство, даже ты сам не веришь, что ты создал такую неимоверно красивую вещь, которая до этого была черным квадратом, практически Малевичем, а теперь внезапно это что-то, что греет душу. Случается, что во время работы реставратор совершает неожиданные находки. Так было с письмом, вложенным в старинную икону. Открываю заднюю фанерку, и оказывается, что там лежит письмо. Я, естественно, была в шоке в процессе, приятно удивлена. И в письме было сказано, что дарю эту икону своей крестнице на Кристины, и буду жив, поминай. По словам девушки, в ТикТок она пришла не ради подписчиков, а для продвижения себя как личности. Кристина хочет, чтобы люди понимали, что есть такая интересная вещь, как реставрация, поскольку об этом мало где можно узнать.
Доброе утро. Глобальное потепление изменило запах снега. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из университета Магеллана и Центра химических чувств Манелла. Ученые заявили, что запах снега зависит от состава почвы и воздуха. Выяснили, что верхний слой снега впитывает из атмосферы одоранты. Это вещества, имеющие резкий неприятный запах, и чем дольше осадки лежат на земле, тем сильнее меняется запах. При этом люди способны различать некоторые молекулы лучше других. Повышение температуры почвы из-за глобального потепления также называют фактором, который повлиял на запах зимних осадков. По мере таяния пропитанный ими снег загрязняет почву, из которой позже вредные вещества возвращаются обратно в воздух. Ну а подробнее о погоде, о предстоящей, каким ожидается февраль, будет ли он теплым, холодным. Все эти вопросы мы сегодня будем задавать Татьяне Маршалик, заместителю начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Татьяна Владимировна, доброе утро. Здравствуйте. Ну вот, как мы уже отметили, февраль вообще традиционно он считается одним из самых нестабильных таких погодных периодов, да? Какую нам погоду ждать в этом месяце? Можете ли вы дать какой-то прогноз? По месячному прогнозу февраль на территории республики ожидается средняя температура на 1 градус выше нормы, за исключением южных и северных районов, крайних северных, где температура воздуха будет в пределах нормы. Осадков тоже ожидается в пределах нормы и местами меньше. Что можно сказать по поводу февраля? Февраль, конечно, это традиционно зимний месяц. Чаще всего он бывает холодный, но за последние годы холодный январь переходит и в холодный февраль, и даже бывает и наоборот. Значит, если сравнивать с прошлым годом, когда у нас был очень суровый январь, и затем после него пришел не менее суровый февраль, где-то до середины месяца температура воздуха была гораздо ниже нормы, в этом году у нас как бы с точностью да наоборот. Январь был начало, конечно, холодный, последняя декада января была очень теплая, и мы перешли в довольно теплый февраль. Первая декада февраля у нас в среднем на 10-12 градусов средняя температура выше нормы практически по всей территории республики. Вот, в принципе, да, мы в этом феврале уже заметили местами резкие потепления, то обратно холода так подступают, так сказать, кусают наши щеки и руки. Вообще, характерны ли вот такие резкие перепады из огня до полымя, что называется, для февраля, или это тенденция вообще последних лет? Нет, если посмотреть по климатическим вообще условиям, у нас территория большая, и поэтому очень часто на запад республики выходят циклоны, атлантические доходят циклоны с территории Красноярского края. Не далее, чем вчера, проходил циклон через Мирнинский, Ленский район. У нас выпали довольно хорошие осадки, умеренные до 5 миллиметров. И было повышение температуры в Ленском районе, в поселке Витим до минус 8 градусов, а так в среднем была температура дневная от 13 до 18 градусов. Это гораздо выше средней климатической нормы. Вот. А северо-восток республики, он традиционно бывает холодный. И то можно сказать, что в этом году жители северо-востока нашего и Новый год встречали довольно с теплой погодой. И в основном январь, последняя особенно декада и начало февраля, они, значит, находились под влиянием довольно теплой воздушной массы. И только отошла эта воздушная масса, и сразу же восстановился наш традиционный аймиконский антициклон, и температура воздуха опять поползла к отметке минус 50 градусов. Вот, значит, вчера, позавчера температура ночная была в Аймиконском районе около 50 градусов. Ага. Татьяна Владимировна, ну все мы знаем, что в России прошел мощный циклон, да, конкретно в Краснодаре. Последствия снегопада устраняют по сей день. Сейчас вот слой снега в городах России в 1,5-2 раза превышает норму. Чем вот объясняется такое экстремальное многоснежие и отразится ли это как-то на ледоходе?
Но для тех районов, которые вы назвали, значит, выпадение снега, причем это очень редкое довольно явление, особенно вот Краснодарский край, нынче у нас прямо снегом завалило хорошо, они до сих пор, значит, последствия этих снегопадов устраняют. На наш ледоход, ну, мы будем смотреть наши снегозапасы. Для ледохода же очень много условий надо для того, чтобы сделать прогноз, какое будет половодье в этом году. У нас снега на территории республики в принципе не сильно много. Практически везде в пределах нормы, и только по Лени, по дельте реки Лены, особенно начиная от Якутска и ниже, снега побольше, там от 50 до 70 сантиметров. Вот. Много снега у нас в Ивено-Батантальском районе, большие снегозапасы, ну и традиционно в Алданском районе. Вот. А так везде в среднем от 25 до 40 сантиметров, что соответствует нормальному распределению снега. Татьяна Владимировна, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру, ответили на вот интересные, я думаю, для многих якутян вопросы касательно погоды. Мы, в принципе, каждый день всегда ждем прогнозов и надеемся на тепло. Ну, в целом, февраль как февраль. Спасибо, Татьяна Владимировна. Ну, а далее мы прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами. Это «Утро Якутии». Мы уже почти к завершению приближается наш утренний час, во время которого мы о многом хорошем, интересном, полезном для вас рассказываем. И вот еще одно, информация полезная для студентов касательно Пушкинской карты. Кинотеатры Якутии готовятся вступить в этот проект Пушкинской карты. Сейчас в них идет работа по подключению и установке специальной программы для непосредственного считывания этой карты. Приобрести билеты в кино по этой программе школьники и студенты смогут уже с 1 марта. Подробности далее. Андрей Тимофеев – глава многодетной семьи. Киноновинки практически не пропускает. Насколько возможно, берет с собой детей. В этот раз с отцом приехал средний сын Уйгун. Тимофеевы предпочитают смотреть фильмы в будние дни. И билеты дешевле, и скидка для многодетных семей действует. Что для семейного бюджета существенная экономия. Для многодетной семьи в будние дни действует скидка 50%. Например, билет стоит 300 рублей, а я сегодня купил за 150 рублей. А с 1 марта старшие дети Тимофеевых смогут ходить на отечественные фильмы бесплатно, благодаря федеральному проекту «Пушкинская карта». Сейчас в кинотеатрах Якутска проект только внедряют. Кинотеатр «Лена» не исключение. Месторасположение соответствует, и здесь всегда много студентов. Да еще по соседству скоро откроется школа. В кинотеатре «Лена» идет подготовка полным ходом по запуску Пушкинской карты. С нашей стороны мы обеспечиваем все проверки и тестирования для бесперебойной работы по данному проекту, чтобы у молодежи не возникло сложностей и трудностей приобрести билеты. А также мы взаимодействуем с ответственными лицами по Дальнему Востоку по проекту «Пушкинская карта». Очень они нам помогают, советуют и отправляют инструкции. Надеемся, что данный проект в кинотеатре «Лена» запустится ближе к 1 марта. Ждем вас. В планах Республиканского министерства культуры включить в проект также и якутские кинокартины, а также программу представлений саха-цирка. Такое предложение ведомство уже направили в федеральный центр. Если его одобрят, у якутских школьников и студентов перечень бесплатных культурных мероприятий существенно увеличится. Пушкинская карта расширяет свои горизонты, там, скажем, разделения. То, что сначала были театры, музеи, сегодня кинотеатры. И в кинотеатрах мы работаем над формированием, скажем, списка тех фильмов, которые могли бы наше будущее поколение воспитываться на достижениях, наверное, лучших отечественного кинопроизводства. Напомним, федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал в 2021 году с 1 сентября. За этот период было оформлено более 18 тысяч карт. Но и это не предел, потенциал гораздо больше. А получить такую карту могут молодые люди от 14 до 22 лет через портал госуслуг. Анна Васильева, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Якутск. А мы очень рады вашей обратной связи. Так нам написала жительница Кысыл-Сыра. Такая информация
зачитываю информацию. Сегодня наглядно можно посмотреть, на что способны родители на карантине, чтобы развлечь своих детей и помочь им развивать свои способности. Так, внимание на экран. Вы видите, как две многодетные мамы решили сделать место отдыха для своих детей, где можно весело проводить время с семьей. Марфа Кондакова и Нана всего за 2 дня самостоятельно чистили снег и сделали каток на озере. Эта идея пришла им в тот день, когда оперштаб вновь продлил режим карантина. Матери, чтобы отвлечь детей, решили сделать каток. В этом им помогали и дети. И в честь зимней Олимпиады в Пекине открыли на озере каток, чтобы побольше детей могли резвиться и отдохнуть на природе. Спасибо многодетным мамам поселка Кысыл-Сыр. На самом деле замечательная такая история, да, которая показывает, молодцы. что да, мы все в наших руках, можем себе все что угодно, и занятия какие-то придумать, и каток расчистить, в принципе, да. Своими силами? Своими силами, да, без какой-то спецтехники, насколько я понимаю. Мужской силы. Ну, говоря про то, что все наши вот эти стремления, они всегда выполнимы. Пример замечательный – это художница с ДЦП из Челябинска. Она пишет картины ногами. Об этом мы чуть позже поговорим. Заинтриговали, а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о событиях в республике за ее пределами. Доброе утро, в эфире новости. В 2021 году почти 10 миллионов человек улучшили свои жилищные условия. Это стало возможным благодаря рекордному вводу нового жилья. Самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза, это на 13% превышает показатели 2020 года, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. Результат достигнут, подчеркнул он, с учетом всех ограничений, вызванных пандемией коронавируса. В январе 2022 года в жилищном строительстве также отмечена позитивная динамика. Введено на 14% жилья больше по отношению к предыдущему январю. Между тем, в Якутии детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста и все еще находящимся в очереди на получение квартиры, будут выдавать сертификаты на покупку жилья. Эти средства они могут потратить на приобретение заветных квадратов. При этом есть возможность не просто купить однокомнатную квартиру, а добавить средства материнского капитала или же воспользоваться ипотечными программами, как льготной, так и дальневосточной. Это позволит значительно сократить очереди этой категории граждан и улучшить свои жилищные условия. Сертификат позволяет именно тем детям, которые у нас на сегодняшний день достигли 23 лет и имеют, дееспособны, не имеют судимости, имеют постоянную работу, для них возможность получить более быстрыми способами, не дожидаясь завершения строительства объектов, а уже самим выбрать, если есть кому желание улучшить жилищные условия, не однокомнатно, а двухкомнатно, могут уже в рамках других социальных программ, льготных ипотечных продуктов приобрести на более большую и лучшую жилье. Культурное богатство Севера в центре внимания. На базе Российского государственного гидрометеорологического университета создан консорциум «Мировое историко-культурное наследие Арктики». Основной целью нового объединения станет сохранение материальных и нематериальных активов, связанных с Арктикой. Это природные, архитектурные и исторические памятники Заполярья. Особое внимание будет уделено сохранению культурного наследия коренных народов Севера. Из-за труднодоступности долгие годы регион не был приоритетным для научного сообщества. Но в последнее время становится больше экспедиций в Арктику. Ученые создают карты, где фиксируют самые значимые и важные для истории места. Например, на территории Якутии, на островах архипелага Делонга, это Булунский район, исследователи отметили уникальную находку. Там есть остров Жохово, на котором была обнаружена стоянка древнего человека. Возраст этой стоянки 9000 лет. До сих пор это большая загадка, что 9000 лет назад люди делали в столь широкой, высокоширотной Арктике. Там были проведены серьезные раскопки, наши как раз специалисты из Петербурга, археологи копали эту стоянку. Но до сих пор это какая-то фантастическая загадка. Ничего подобного больше мы не знаем, каких примеров таких.
Добытый в Якутии крупный алмаз назван в честь героя социалистического труда Елизаветы Бурцевой. Крупный алмаз весом в 69,32 карата, добытый Алроса на месторождении трубки «Юбилейные», назван в честь героя социалистического труда Елизаветы Ивановны Бурцевой в рамках совместного проекта Якутии и Алроса «100 именных алмазов к столетию государственности республики». Напомним, что с 2020 года по инициативе Айсана Николаева и руководства компании «Алроса» в республике реализуется данный совместный проект. На этом все. Хорошего дня. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы вот продолжим то, о чем начали говорить перед выпуском новостей. Это художница с ДЦП из Челябинска. 30-летняя Анастасия Курбан. Она реализовывает свой диагноз. Он ей, в принципе, не мешает реализовывать свой творческий потенциал. Девушка пишет картины, открывает тюбики с краской и, удерживая кисть пальцами ног, а также вяжет крючком и пишет стихи. По словам Насти, в живописи ей ближе всего тема природных пейзажей, фотографии которых она находит в интернете, а иногда девушка рисует людей. Настя поделилась, что когда к ней приходит вдохновение, то провести за работой порядка 6 часов ей не тяжело. Не было так, что показывать кому-то, то есть интернет, не было такого, то есть на продажу они не были, она рисовала для души, для себя, да, и получилось так, что, видимо, захотелось, чтобы большинство людей увидели такие рисунки, и вот она решила их показать миру, а миру очень понравилось, и они начали приобретать картины. Не только рисует, да, она вяжет крючком еще. Да, и такого нет, что она ляжет, полежит, она там в интернете тоже много зарабатывает. То есть не только картины, а ищет подработку какую-то для себя и пытается заработать какую-то копеечку, даже вот когда с мамой жили, чтобы именно у нее были свои деньги, и она тратила их только для себя. Благодаря ежемесячным пенсионным выплатам, а также средствам от подработок, художница в октябре 2021 года реализовала давнюю мечту, переехав из родительского дома в родном селе Катенино в близлежащий Челябинск. Ранее, в апреле прошлого года, в Варне прошла персональная выставка Насти, на которой было представлено более 120 работ художницы. В настоящий момент девушка мечтает представить свое творчество на обозрение любителей живописи в Москве. Ну вот, говоря, был момент, показали картины, работы, ну они прекрасны. Особенно там была картинка волны. Она так классно нарисована, написана. Картины пишут, насколько я знаю. Кстати, у нас тоже и наша спортсменка, якутянка Настя Диадорова. Я знаю, что она тоже очень классно творит именно ногами, и вяжет, и рисует. Большая молодец. Вот так незаметно пролетел еще один час нашего утра. Да, мы желаем вам отличного настроения, хорошего дня, конечно же, достижения результатов, которые вы на сегодня себе запланировали. И просто проведите день с улыбкой. Опять же, сегодня среда, маленькая пятница, значит, есть повод улыбнуться. Всего хорошего, до встречи, до завтра.